Здравствуйте. Вначале коротко о событиях дня. Исполняющий обязанности главы администрации Якутска Игорь Тресков сегодня принял участие в правительстве. В заседании там обсуждалась проблема противодействия распространению наркотиков. Тем временем в правительстве подсчитан ущерб от паводка 2006 года. В общей сложности пострадало примерно 1500 якутян. Их дома, 600 домов, были подтоплены частично, в том числе на территории Якутска 129 домов. А суммарный ущерб от паводка этого года оценивается в 250 миллионов рублей. По приглашению владыки Зосимы в Якутскую епархию прибыл архимандрит Тоний. Он займет должность проректора в будущем духовном училище в Якутске по учебной и воспитательной работе. Прежде отец Тония преподавал в духовных учебных заведениях Хабаровской и Белгородской епархии. Георгий Балакшин включен в состав сборной команды страны по боксу для участия в чемпионате Европы. Он открывается послезавтра в Пловдиве, это Болгария. Георгий выступит в весовой категории до 51 килограмма. И еще о спорте, на этот раз автомобильном. Сергей Бакулин возвратился с очередного тура чемпионата страны по авторалли, ралли-карьере. Сергей, увы, на этот раз выступил неудачно, его машина перевернулась. Ну а более подробно в течение следующих 5 минут я предлагаю поговорить о лете. Причем о лете не о дачном, а об отдыхе, хорошем отдыхе где-нибудь, ну скажем, на курорте. Ну, мечты, как известно, рождаются зимой, когда особенно хочется комфорта. И почти наверняка они сопровождаются такими тяжелыми размышлениями, как о безопасности полета прежде всего, но еще и о том, как сохранить свои деньги. Ну, сберечь их от кутежа, если вы мод или транжира, то единственное спасение – это затворничество в каком-нибудь отдаленном улусе. А вот как сберечь деньги от воровства? За границу удобнее вести наличные доллары или евро, а безопаснее дорожные чеки. Так вот, когда и что выбирать? Эксперты считают, что как минимум 10% от суммы, которую вы планируете потратить за границей, нужно взять наличными. За такси, за гида, дискотеку, за мороженое на пляже, экскурсии в городе ведь берут только кэш. К примеру, в Турции вам понадобится на такие цели примерно 200-300 долларов наличными. Это если у вас недельный тур, по схеме все включено. Ну и, кстати, об особенностях перевозки денег в отдельные страны. Российские туроператоры летом этого года почти половину отдыхающих уже отправили или еще отправят в Турцию. На второе место выходит Египет, он примет каждого 5-го россиянина, а из европейских направлений россиянам нравятся прежде всего Испания, Греция и Италия. Так вот, начнем с Турции. В магазинах местных и в гостиницах сейчас охотно принимают как доллары, так и евро. И причем выгадать на курсе, ну как это было, скажем, 2-3 года назад, уже не получится, потому что курс общепринятый. Ну и все-таки долларам, наверное, наличным следует отдать предпочтение летом этого года. Курс доллара по отношению к местной лире чуть выгоднее, чем евро. Ну, примерно так же складывается конъюнктура наличной валюты в Египте и в Таиланде. Перед возвращением домой у туристов, как правило, возникает две проблемы. У кого-то денег вообще не осталось, а у кого-то, ну, что называется, завал турецких лир. Что делать с этим остатком? Придется менять обратно на доллары, причем по жутко высокому курсу, если вообще вам удастся обменять. Можно ли этого избежать? Вполне. Почаще просто расплачивайтесь мелкими наличными долларами и евро. Их охотно принимают в частном секторе, и причем зачастую по более выгодному курсу, чем в обменных пунктах. Ну а теперь то, что касается вывоза валюты налично в Европу. Для поездки в страны Евросоюза лучше заранее запастись евро, причем купить евро в России выгоднее, чем в самой Европе. Ну а вот покупать в России национальную валюту стран, которые не входят в еврозону, ну скажем лиры, фунты или гривны, эксперты сейчас в этом году не советуют. Знающие люди утверждают, что переплата в Москве, предположим, может составить за валюту до четверти номинала. Как быть? Ну, минимальную сумму национальной валюты, если еще раз напомню, что речь идет об итальянских лирах, английских фунтах или украинских гривнах, так вот их лучше всего обменять прямо в аэропорту. Ваши потери при этом составят примерно до 2,5% от номинала. Ну а самый выгодный вариант обмена – это в обычном местном банке или в обменном пункте, причем подальше от мест скопления туристов. В этом случае отклонения от официального курса вряд ли превысят 1-1,5%.
Ну, это проблемы с наличными для тех, кто, в общем-то, не собирается тратить больших денег. И поэтому, в общем-то, проблем как особенных у них и не должно быть. Ну, а вот для тех, кто в состоянии, я, честно говоря, таким завидую, потратиться серьезно на более крупные суммы, конечно, больше подойдут пластиковые карточки. Но здесь тоже есть один нюанс. Дело в том, что в разных странах количество банкоматов, которые обслуживают банковские карты системы Visa, предположим, или MasterCard, очень сильно колеблется. Хуже всего дело с этими карточками, или вернее сказать, с банкоматами, обстоят в такой стране, например, как Таиланд, поэтому там все-таки, если вы туда собираетесь, туда все-таки лучше предпочтительно взять наличные деньги или дорожные чеки, но об этом мы остановимся чуть подробнее. Итак, пластиковая карточка удобнее всего, а насколько она дороже? Тоже вопрос не праздный. За удобство, в общем-то, и безопасность надо будет платить примерно около 1% от суммы, которую вы собираетесь снимать. Можно ли избежать этого комиссионного сбора, этого платежа? Можно, вполне. Но для этого нужно знать несколько таких тонкостей. Дело в том, что если вы приезжаете, предположим, я не знаю, в Турцию, в любую вообще-то зарубежную страну, чтобы не платить вот этот комиссионный банку, которому принадлежит банкомат, вам нужно снимать деньги не в долларах или в евро, как предлагает там же на выбор мультивалютные, как правило, банкоматы, а выбирать, обналичивать наличную валюту, национальную валюту той страны, где вы пребываете. Дело в том, что по правилам платежной системы в этом случае банк не имеет права брать с вас комиссионных. Правда, тут есть исключения, которые составляют маленькие банки. Те могут все-таки, так сказать, пренебречь этим правилам, которые общеприняты, как бы считается таким джентльменским поведением по отношению к владельцам пластиковых карт, и они могут вполне с вас взять все те же самые комиссионные. Поэтому вывод один. Банкомат крупного банка. И есть еще один нюанс. Некоторые наши соотечественники, особенно те, кто не особенно искушен в обращении с пластиковыми картами, рискуют иногда обналичивать, то есть снимать деньги со своего счета в офисах банков. Так вот, здесь вот то правило о том, что вы даже если снимаете наличную валюту, комиссию банк не должен брать, вот это правило здесь не действует. И банк в этом случае, когда вы через живого оператора получаете деньги, он все-таки эту комиссию свою с вас снимет. Так что делайте вывод, как можно поступать в этом случае. Ну и, наконец, самый надежный, наверное, способ, я уже упомянул об этом в самом начале, это воспользоваться дорожными чеками. Сейчас в России банки продают только платежные дорожные чеки American Express. В Якутске, если говорить о нашем городе, их продает один только банк, но я не буду называть его, так сказать, как он называется, чтобы это не было рекламой. Но если вам понадобится, то вы сможете воспользоваться его услугами. Сам чек выглядит такой достаточно так бесхитростно. Здесь всего лишь можно прочитать, во-первых, то, что касается номинала, и во-вторых, здесь единственный есть момент, это то, что вы сразу же после покупки чека обязаны поставить здесь свою подпись. Дело в том, что если вы это не сделаете, а чек потеряете, то его первый попавшийся человек сможет, так сказать, поставить подпись и обналичить тут же. За чек сейчас платить не нужно, летом все банки продают их бесплатно. Но вот если вы так получится, что вы возвращаетесь обратно в Россию и вам нужно будет по какой-то причине понадобятся деньги, то с вас, вот тот же самый банк-эмитент, который вам продал этот чек, вот все 3% с вас все-таки возьмет. За границей можно обойтись и без этого комиссионного сбора. Опять-таки, для того, чтобы знать, в каком банке обналичивать вот дорожный чек, вам нужно в банке, где при покупке, попросить список тех банков, которые, так сказать, эту обналичку могут вам произвести. Потому что, ну, даже посчитайте, 3% это все-таки очень даже существенное, хотя и безопасно, и все, но все-таки жалко отдавать, тем более за границей, когда, в общем-то, там дефицит четко обозначается наличной валюты. И еще один момент, значит, когда вам будут выписывать чек, дорожный чек, кассир, скорее всего, вам этого не скажет, но вам этого следует знать вот из практических соображений. Дело в том, что он выписывается, в общем-то, на владельца, то есть будет выписываться, заполняться специальная форма, и с вас потребует при этом ваш паспорт. Но паспорт, все данные попадут в оператору, вот, кто обслуживает эти чеки, если вы придете с национальным, вообще гражданским паспортом, именно с этого паспорта. Если с вами за границей что-то случится, ну потеряете, например, чек, то восстанавливать вам придется очень долго, вам нужно будет объяснять, что вы тот самый, ну предположим, Суранов, который по-русски в кириллице пишется так, а в заграничном паспорте у вас совершенно другое, так сказать, написание будет. Вот это иметь тоже нужно в виду.
Вот такие вот правила, в общем-то, надо сказать, что недостаточно сложные, существуют и которые, в общем-то, необходимо знать. Разгар лета. Наверняка кто-то из вас уже, уважаемые телезрители, вернулся из заграничной поездки. Возможно, уже эти советы запоздали. Ну а для большинства, как я полагаю, гурманов, которые захотят отдохнуть все-таки в бархатный сезон, эти советы вполне могут пригодиться. Так что удачной вам поездки и поменьше приключений с вашими деньгами за границей. Всего доброго.